Грамматика крымско-татарского языка. Вечер «Портрет жемчужины мысли» Усейна Куркчи начинается с показа личных рукописей языковеда. Известный ученый вдохновил многих студентов на более глубокое изучение крымско-татарского языка. Тогда, будучи инженером, Шевкет Асанов сменил профессию на журналиста и смог опубликовать научные исследования Куркчи в газете «Ленин Байрағы» в Узбекистане. Он был человек с глубокими знаниями. Никогда не обижал людей плохим словом. Просто удивительный человек. Усейн Куркчи родился в 1905 году в Бахчисарае в семье ремесленника. С юных лет он много читал и изучал крымско-татарский язык. Учился в семинарии Исмаила Гаспринского. После учебы в Бакинском государственном университете становится доцентом Крымского института. В 1936 году Усейн Куркчи подготовил орфографический словарь крымско-татарского языка, учебники на основе латинской графики и основы грамматики. Все работы Усейна Куркчи с огромным смыслом, действительно жемчужины мысли. Даже его личные письма учат нас терпению. Но успешная карьера молодого ученого прервалась через год. Он был репрессирован в советских лагерях, провел 9,5 лет. После незаконное выселение. В 1949-м новый арест и 6 лет заключения. Тем не менее, ему удается внести огромный вклад в развитие крымско-татарского языка, который сравним с научным трудом Даля. В 80-е годы языковед написал главный труд своей жизни – фразеологический словарь. В него вошли более 5000 крымско-татарских идиом. Это бесценное достояние крымско-татарской литературы и настоящий научный подвиг. Сейчас часть личного архива Усейна Куркчи находится в фондах библиотеки Исмаила Гаспринского. Это 10 папок текста, более 2000 страниц. Каждая фразеологическая единица с подробным научным толкованием. Но много личных писем и книг остались в Узбекистане. Я вот думаю, мы совершили как народ большую ошибку. Такого выдающегося деятеля в 90-е годы мы должны были привести на родину, потому что он единственный, кто хорошо знал наш язык. Именно он мог вложить основу развития нашего языка. Крымско-татарские ученые и журналисты уверяют, творческое наследие Усейна Куркчи актуально и сегодня. По их мнению, нужно изучать архив ученого. Это наследие сыграет огромную роль в становлении и развитии крымско-татарской лексикографии, фразеологии и лексикологии. Есть фрагменты из словаря Усейна Куркчи. И я уже тогда подумала, хорошо бы, чтобы кто-то занимался фразеологией. Остается лишь сожалеть, что крупнейший крымско-татарский ученый так и не смог вернуться на родину. Скончался он на 90-м году жизни в Маргелане. Султанис Такаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.